Мощь и слава крымско-татарской конницы была неотъемлемой частью величия государства Гераев. Но, как ни странно, Крымское ханство не имело регулярной армии. Здесь преобладала мобилизация ополчения. Другими словами, гераи могли в считанные дни собрать под свои знамена десятки тысяч воинов. В условиях 15-17 веков это было вполне целесообразно, так как на содержание постоянного войска из государственной казны не тратились средства. Исключением была только элитная ханская гвардия Капыкулу. Отсутствие постоянного войска ничуть не отражалось на боеспособности крымских аскеров. Напротив, за всю историю крымско-татарского государства было выиграно гораздо больше битв, чем проиграно. Это говорит о том, что ополченцы шли в поход уже обученными. Иначе говоря, они составляли государственный резерв вооруженных сил, который созывался только на время войны. Их не нужно было снабжать ни лошадьми, ни амуницией, ни боеприпасами, ни провиантом. Каждый раз, когда речь заходит о численном составе крымско-татарского войска, у историков возникают споры. Одни утверждают, что ханство не имело возможности выставлять 100-тысячное войско. Другие же, напротив, считают, что это вполне реальная цифра воинов. Именно воинов, так как в походе армию обязательно сопровождали муллы, слуги, повара, лекари, дервиши, конюши, кузнецы и другие, не говоря уже о свите хана и его сановников. Порой в таком составе, по подсчетам историографа Рималя Хаджи, в военной кампании могло принять участие до 250 тысяч человек. О численном составе общего крымско-татарского войска в конце XVI века сообщал находившийся в Москве английский дипломат Джильс Флетчер. Он писал, что когда идет войной сам великий или крымский хан, то ведет он с собой огромную армию в 100 или 200 тысяч человек, а отдельные мурзы имеют орды, состоящие из 10, 20 или 40 тысяч человек. Чуть позже французский инженер Гийом де Боплан, строивший крепости в пограничных с ханством польских владениях, писал, что если в походе участвует сам крымский хан, то общая численность войска достигает 80 тысяч человек. Но если войско ведет кто-либо из мурз, то армия насчитывает не более 40 или 50 тысяч аскеров. Однако здесь стоит заметить, что одни современники-европейцы имели в виду основной костяк войска хана и называли меньшие цифры, а другие учитывали дополнительное пополнение из ногайских земель и некоторых подвластных ханству удельных княжеств Черкесии, которые присоединялись к хану во время больших походов. Таким образом, учитывая неизменную территорию Крымского ханства и, в общем, стабильную численность населения, можно утверждать, что численность крымско-татарского войска в среднем во время походов составляла не менее 40-50 тысяч воинов. В случае же большого похода, возглавляемого самим крымским ханом, численность войска возрастала до 100 тысяч человек. Все военные кампании, в которых принимали участие крымские татары, рассматривались на заседаниях ханского дивана, Государственного совета. Помимо самого хана, Калги Нуриддина и визиря, обязательным присутствие было представителей влиятельных аристократических фамилий. Особое и почетное место занимали ширинские беи. В случае одобрения и обсуждения всех нюансов от расстановки сил до провизии начиналась мобилизация сил. Часть этой процедуры возлагалась на принцев из династии Гераев и мурз, владевших землями. Именно они посылали гонцов огласить на базарных площадях всех городов и селений указ хана о том, чтобы все, кто расположен к военным действиям, готовился выступить с ханом. Сразу же указывались сроки подготовки и место сбора. Как правило, это была местность у Орхапы или на полуострове Колбурун, Кенбургская коса, напротив крепости Озю, Очаков. На подготовку давалось время от 1 или 2-3 месяцев, но были случаи, когда собирали армию и за несколько дней.
Так, к примеру, в 1501 году был назначен срок в 15 дней. За это время каждый воин должен был привести с собой 3 коней и иметь свое вооружение. На 5 человек полагалась общая телега. Юношей, младше 16 лет, на войну не брали. Этот закон был принят на одном из заседаний дивана. И уже на следующий год Менгли-Герай-хан принял решение дать 2 месяца на подготовку к военному выступлению и предписал на 5 человек брать 2 валов на пропитание. Основное число ханской армии формировалось из легкой конницы и малочисленной пехоты народного ополчения. Поскольку часто военные действия велись на нескольких направлениях одновременно, главнокомандующими назначались сыновья или братья хана. Сам хан стоял во главе самого многочисленного войска, численность которого зачастую насчитывала около 100 тысяч крымско-татарских аскеров. Такое войско именовалось сефери. Беи имели право возглавлять войско до 50 тысяч человек, называлось оно чапуле. Что касается мурс, то им приписывалось стоять во главе до 3000 воинов, называемых бешбеш. Бешбеш представляли собой исключительно легкую конницу, способную к быстрым маневрам. Почти у каждого владетельного бея и мурзы были свои воины. К примеру, род Ширинов выставлял до 300 мурс, которые в свою очередь имели своих бешбеш в полном вооружении. Зачастую с ширинами объединяли свои войска беи из рода Барын. Они выставляли до 10 тысяч воинов. С Нур-эд-Дином выступали беи из рода Мансур. Число их воинов достигало до 20 тысяч аскеров в полном вооружении. После того, как основные силы были собраны, проводился совет беев и назначался главнокомандующий армией. Войско выстраивалось по 12 лошадиных голов в ряд. Другими словами, воины образовывали строй в 12 колонн. Впереди войска становились в качестве ведущих 12 отах. Отага являлся начальником каждой из 12 колонн конницы, идущей в бой под руководством хана. Первый наследник в ханстве, Калга, мог вести 8 колонн, около 50 тысяч человек. Второй наследник, Нур-эд-Дин, 6 колонн, до 40 тысяч человек. Визирь со своим войском образовывали 5 колонн, до 30 тысяч человек. Беи и мурзы образовывали 4 колонны, до 10 тысяч человек. Как правило, впереди войска посылались небольшие отряды, задача которых состояла в сборе информации о состоянии и направленности дорог, о передвижении врага и нахождении проводников из местного населения. В походы старались выступать весной, когда земля была еще покрыта травой. Наличие подножного корма упрощало задачу для продвижения большого количества лошадей. Войско продвигалось довольно быстро благодаря тому, что каждый воин брал с собою как минимум 2-3 лошадей, низкорослой, выносливой породы. Дело в том, что всадник, не останавливаясь, умел перескочить из седла одной лошади в седло другой и продолжать свой путь. В крупном военном походе приблизительно 80 тысяч всадников вели за собою около 250 тысяч лошадей. Это зачастую сеяло панику у противников, которые судили о численности крымско-татарского войска по количеству конных следов. Боевой порядок войска состоял из 3 главных частей: центра под руководством хана, правого крыла под командованием Калги и левого под предводительством Нур-эд-Дина. У каждой части боевого порядка был свой передовой отряд – авангард. Боевой порядок обладал значительной ударной силой и был довольно устойчив. О начале наступления извещал определенный ритм барабанного боя. Вопреки распространенному убеждению, сила крымских татар была скорее не в их многочисленности, а в тактике. Существовали определенные тактические приемы, применяемые крымскими аскерами. В начале атаки они старались всегда обойти левый фланг армии неприятеля для того, чтобы удобнее выпускать стрелы. Можно выделить высокое мастерство стрельбы из лука сразу 2 и даже 3 стрелами. Часто в случае превосходства противника крымско-татарская конница обращалась в притворное бегство.
Во время погони в большинстве случаев у противника нарушался строй, а крымские татары продолжали отступать и на ходу обстреливать незащищенного щитами противника. В самый неожиданный момент они останавливались, вновь смыкали свои ряды и таким образом уже почти побежденные выбивали победу из рук победителей. Еще об одном тактическом приеме крымской конницы упоминал австрийский дипломат барон Сигизмунд фон Герберштейн. Когда им приходится сражаться на открытой равнине, а враги находятся от них на расстоянии полета стрелы, то они вступают в бой не в строю, а изгибают войско и носятся по кругу, чтобы тем вернее и удобнее стрелять во врага. Таким образом, среди наступающих и отступающих соблюдается удивительный порядок. Правда, для этого у них есть опытные в этих делах вожатые, за которыми они следуют. Такой способ боя из-за сходства называют пляской. Московиты говорили, что они заводят пляску. Командир или вожатый приближается со своим отрядом к вражескому войску и, пустив стрелы, отъезжает. За ними другой отряд, и таким образом один отряд за другим, пока первый снова вернется вслед за последним. В этой позиции применялись специфические крымско-татарские стрелы с большими наконечниками. Таким образом, можно установить, что крымско-татарский полевой бой, особенно до появления огнестрельного оружия, разделялся на два основных приема: бой на дальней дистанции при помощи лука и стрел и бой древковым и клинковым оружием, который включал в себя использование сабли. Что касается вооружения, то в первую очередь стоит упомянуть о луке и холодном оружии, которое славилось далеко за пределами Крымского ханства. Изначально каждый воин имел при себе саадак – лук и набор стрел различного назначения. Лук выбирался по силам, по росту и длине рук. Сложный лук с натянутой тетивой напоминает букву «М» с плавными перегибами. Такой лук стрелял на расстоянии от 400 до 600 метров. Как правило, конные лучники использовали более короткие луки, а пешие – более длинные. Луки конных воинов достигали 180 сантиметров в длину, а стрелы колебались от 65 до 73 сантиметров. Вместимость татарских колчанов достигала 30 стрел. Стрела должна была обладать прочностью и легкостью. Пользовалась популярностью и праща, ручное метательное оружие. Оно состояло из ремня, сделанного из кожи и шерсти. В нее закладывался камень. Что касается холодного оружия, то первенство занимали меч и сабля. В отличие от меча, сабля имела больше преимуществ. Она была значительно меньше и легче. Ее удар был более эффективным, особенно для сидящего верхом на коне. А вот кинжал с коротким клинком всегда носили при себе. Много клинков имели надписи, выполненные арабской вязью, содержали имена мастеров, владельцев, дату и место изготовления, клеймо, иногда цитаты из Корана. Согласно верованиям, эти надписи помогали хозяину оружия в бою. В сражениях применялись копья. Длина древка могла достигать 3 метров, и боевой топор. Последний служил оружием пешего воина. В отличие от пехоты, у всадника употребление всякого рода топориков было ограниченным. И все же известна секира с 2 лезвиями – эки акозлы болта. Ее пускали в ход во время боя, превращавшегося в тесную схватку отдельных групп, когда копье мешало борьбе. В конце XVI века в Крымском ханстве распространилось огнестрельное оружие. В частности, это были карабины, которые изготавливались в столице ханства Бахчисарае. Один карабин ценился от 15 до 200 пиастров, тогда как в то время 30 пиастров стоила хорошая лошадь. В XVIII веке, по свидетельству французского консула Шарля де Пейсенеля, только в Бахчисарае было 20 оружейных мастерских по производству карабинов, а в Кефе 10 пороховых заводов Барут-Хане.
Важно отметить, что на протяжении всей военной истории Крымского ханства военачальники оставались верны старым тюркским традициям. А если и привносили некоторые изменения, то они были почти незначительными. Отношение к воинскому долгу вырабатывалось с детства, ведь важным были дисциплина и физическая подготовка. И, конечно же, одну из главных ролей в подготовке воинов играло древнетюркское боевое искусство Кара-Каплан, сохранившееся в Крыму. Это искусство включало в себя такие понятия, как уверенность в себе, в своих действиях, храбрость, взаимную поддержку, презрение к смерти. Другими словами, почти вся мужская часть населения ханства находилась в прекрасной спортивной форме и обладала высоким воинским духом.